Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Банк Дом.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в Дальневосточном федеральном округе на 1 миллиард рублей. С момента запуска ипотеки под 2% в банк поступило более 1000 заявок от потенциальных заемщиков. Наибольшее количество заявок на оформление льготной ипотеки поступило из Приморского края, Хабаровского края, Республики Саха-Якутия, Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края. Средняя сумма одобренных кредитов 3,2 миллиона рублей. О том, как началась реализация льготной ипотеки в Якутии, сказывается ли новая мера на строительной отрасли и рынке недвижимости, мы поговорим сегодня с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллом Бычковым. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Сколько якутян на сегодняшний день уже оформили 2% ипотеку? Ну, сколько на сегодняшнюю минуту, я точно сказать не могу, потому что этот процесс постоянен, и у нас уже на сегодняшний момент обратилось более 1000 жителей за 2% ипотекой. Сколько сейчас на эту минуту выдано, мы точно сказать не можем, но на вчерашнюю дату уже вот у нас только наше республиканское ипотечное агентство обработало 7 заявок, и вот вчера выдано было 2 ипотечных кредита. Поэтому я думаю, что у нас сейчас как раз пойдет предновогодний такой всплеск. Люди хотят себе сделать перед Новым годом, поднять настроение, решить жилищный вопрос. Поэтому я думаю, что количество будет только увеличиваться. Ну вот республиканское ипотечное агентство выступает агентом банка Дом.РФ. А какие банки у нас в республике выдают именно денежные средства? Ну, на самом деле, справедливости ради надо сказать, что это вообще программа не ограничена только банком Дом.РФ. У этой программы может быть сколько угодно партнеров. В настоящий момент в республике около 8 банков, которые выдают льготную ипотеку по 2%, дальневосточную ипотеку. Это, естественно, крупнейшие партнеры, устоявшиеся, такие как Сбербанк, такие как АТБ, такие как, естественно, наш Алмаз-Эргенбанк, это и Россельхозбанк, это и Газпромбанк, то есть все те банки, которые вообще занимаются уже давно и плотно ипотечной программой. Сама программа утверждена постановлением правительства Российской Федерации номер 1609 от 7 декабря текущего года, то есть программа совсем новая, и предполагает субсидирование банком вот этой ставки. То есть население получает по 2%, ну а соответственно всю разницу, которая банк недополучает, субсидируется правительством Российской Федерации в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Ну, то есть банки в любом случае свои выгоды не теряют? Банки в любом случае работают в привычном для себя режиме. Более того, скажу, что здесь особый упор сделан на то, чтобы была простота подачи документов, легкость в обращении и чтобы банк всячески оказывал поддержку и помощь в оформлении документов. Что очень важно, конечно, жители у нас по-разному подготовлены, и мы не хотим как-то, чтобы кто-то, ну, скажем так, испытывал затруднения с подачей документов или подготовкой пакета. Ну, а ведется ли какой-то контроль при заключении кредитных договоров, чтобы не были в него включены какие-то страховые сборы, дополнительные банковские сборы, чтобы вот эта 2% ставка не увеличилась? Ну, за этим, на самом деле, да, строго следится, чтобы не выходили за рамки тех согласованных условий, которые на сегодняшний момент есть. Я могу еще раз их обозначить, чтобы наши уважаемые жители уже заранее в курсе были про основные условия. Это максимальный срок кредита 20 лет. Максимальный размер кредита 6 миллионов рублей, ставка, как мы уже сказали, 2%, и это должна быть молодая семья до 35 лет. И, по-моему, первоначальный взнос еще там предусмотрен. Первоначальный взнос 20%, совершенно верно. Могу сказать, что у нас в республике огромное количество таких семей. Я думаю, что около 100 тысяч в целом это та категория, на которую распространяется эта программа. Естественно, там есть определенные требования к самим заемщикам. Они должны
быть соответствующего, у них не должно быть просроченных кредитов и так далее. То есть это обычные совершенно условия, которые, ну, в общем-то, служат базовыми. Вот. При соблюдении всех этих условий выдача ипотеки в 2% не представляет собой никаких сложностей. А по уровню дохода семьи никаких препонов не может возникнуть? Там есть базовые значения в зависимости от стоимости приобретаемого в ипотеку жилья. Я сразу скажу, это может быть и новое строительство, это может быть и вторичка, что очень важно и интересно для тех районов, где жилья строится немного, но есть вторичный рынок. И, конечно, требования должны быть такими, чтобы кредит был возвращен в этот срок, исходя из доходов семьи. Естественно, все это рассчитывается. Но эти требования, в общем-то, достаточно простые, понятные. И можно посчитать на калькуляторе сразу, на какую сумму можно рассчитывать той или иной семье в зависимости от своего ежемесячного дохода. Ну, программа для страны есть беспрецедентная, таких низких ставок еще не было никогда. Можно ли говорить о каком-то всплеске потребительского интереса или как бы выводы делать еще рано? Ну, на самом деле, выводы делать еще рано, но рано делать их на статистике, потому что статистика за 3 недели у нас еще не образовалась. Но могу сказать совершенно точно, что определенно будет всплеск активности и строительной активности, и вообще на рынке жилья. Конечно, любые ипотечные суперпродукты, они вызывают оживление рынка жилья. Поэтому мы рассчитываем, во-первых, на то, что как-то цены будут соразмерно вот этим новым возможностям, да, и у застройщиков будет больше, ну, скажем, гарантии того, что они своевременно реализуют построенное жилье. Мы надеемся, что это также скажется положительно и на удерживание в таких комфортных лимитах цен на жилье, что тоже важно. А удалось уже получить какие-то отзывы от строительных компаний, от участников строительного рынка, что ура, ипотека 2%, будем строить больше? Мы постоянно слышим такие позитивные сигналы, поскольку мы с строительным сообществом, ну, скажем так, находимся в очень плотном контакте по очень многим вопросам. И здесь, безусловно, вот как я уже сказал, любые программные новые продукты, они оживляют рынок жилищного строительства. Ну а поскольку мы реализуем национальный проект на территории нашей республики по улучшению качества жизни, по вообще решению жилищных проблем, то для нас очень важно, конечно, количество жилья, которое строится, вводы квадратных метров. И здесь у нас такие стоят достаточно амбициозные задачи, поэтому я думаю, что это еще один такой кирпичик, который позволяет решить для нас такие глобальные вещи, как реализация национальных проектов в пользу наших жителей. Но вот кроме молодых семей на дальневосточную ипотеку по 2% могут претендовать обладатели дальневосточного гектара, независимо от возраста. Были ли среди обратившихся уже вот именно такие люди? На настоящий момент по программе дальневосточного гектара, насколько я знаю, пока обращений нету, но мы проводим эту работу разъяснительную, потому что не все в курсе иногда, что обладатели и участники программы дальневосточный гектар могут одновременно подать в программу дальневосточная ипотека. И это очень важно в тех районах, где преобладает индивидуальное жилищное строительство. Здесь, конечно, это очень важно. Но могу сказать, что в соответствии с посланием главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева федеральному нашему тем структурам, которые здесь работают, и те направлений деятельности, которые он поставил перед различными ведомствами нашими, мы ведем очень плотную разъяснительную работу через, например, МФЦ, через отделение «Мой бизнес», через отделение банков наших и
безусловно, через наше республиканское ипотечное агентство, которое является, ну, скажем, таким фронт-офисом, да, всей этой программы. Поэтому, если есть, уважаемые жители, если есть вопросы какого-то такого порядка, которые требуют дополнительной или предварительной консультации, то до похода в банк, если комфортно, можно всегда обратиться в республиканское ипотечное агентство, и оно проконсультирует вас абсолютно по всем вопросам. Отдельно скажу, что сейчас с Нового года, прямо с 1 января, заработает отдельная часть портала республиканского ипотечного агентства, которая будет посвящена исключительно вопросам ипотеки. То есть все интересующие моменты можно будет найти там. И более того, можно будет даже в режиме онлайн заполнить предварительную заявку на ипотечный кредит. И, может быть, получить уже предварительное одобрение. И, может быть, получить предварительное, даже не может быть, а если соответствуете всем заявленным требованиям, список которых ограничен, там нету каких-то дополнительных требований, которые могут появиться, все, что существует, они там указаны. Если есть соответствие этим требованиям, то вероятность получения ипотечного кредита практически 100%. Властями региона ведется очень большая работа по удержанию населения на селе, особенно молодых специалистов. Вот жители сельской местности для, например, индивидуального жилищного строительства смогут воспользоваться вот такой ипотекой или нет? На самом деле, одним из важных очень факторов, таким, плюсов этой программы является то, что это механизм удержания жителей в сельских территориях. Да? То есть это то, что, конечно, их к своему укладу, к своей родине малой привязывает. И это очень важно, потому что у нас таких программ было не так много. И шло, естественно, укрупнение крупных городов и переселение жителей из сельских территорий. С помощью ипотеки дальневосточной 2% мы точно ожидаем удержания жителей на сельских территориях, что, прежде всего, важно для их жизненного уклада. Ну а во-вторых, это развитие нашего сельского хозяйства, это более сбалансированная вообще социально-экономическая политика развития всей нашей республики. Как долго будет продолжаться действие этой программы льготной ипотеки по 2%? И когда, как вы думаете, можно уже будет говорить о первых ее результатах? Какой эффект она уже дала? Льготная ипотека продлится 5 лет. До 31 декабря 2024 года включительно. Поэтому я ожидаю, конечно, очень больших результатов, потому что всего по оценкам специалистов по Дальневосточному федеральному округу должно быть выдано не менее 150 тысяч кредитов. Вот. Ну и, естественно, первые срезы мы будем делать уже в начале следующего года. Кирилл Евгеньевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.